Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского канала «Якутия-24». Старая добрая программа. Один из нас, которую огромное уже количество лет, больше 10, с большим удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И наша программа строится на том, что в какой-то момент один из нас становится интересен для многих тысяч наших зрителей. И я с большой радостью представляю нашего сегодняшнего героя, может, в какой-то степени буквально героя. Андрей Ярков, участник республиканской программы «Якутия. Земля героев». Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Дмитрий. Да, ну в эти дни у нас еще отмечается годовщина начала запуска. Да, специальной военной операции. Так получилось, что у вас отношение к этой дате, к этим событиям, оно непосредственно, как бы вы стали участником программы. Да. Давайте начнем с того, что ваша история. Кем вы были до начала СВО, что потом случилось и какие события последовали? Вот из первых уст, Андрей, давайте. Я поправлять буду, если что. Вообще в гражданской жизни я был авиатором. Работал в авиакомпании «Якутия» на 24-26 бортмехаником. В 2020 году попал под сокращение. Ну и здесь хотел уже переучиться на пилота. То есть с бортмеханика на пилота. То есть были сокращенные курсы, можно было это сделать, переучиться. В 2022 году, когда началась специальная военная операция, в сентябре месяце объявили мобилизацию, как бы я нуждался, скажем так, к родине. То есть за мной пришли, так как я и специалист, авиационный, технический специалист, и в автомобильной тематике очень хорошо, как бы, раньше, скажем так, и разбирался. И вот пришла повестка, 3 часа на сборы, и я убыл в зону СВО. Когда я прибыл туда, то есть изучили все мои документы. Сначала мне сразу предложили должность командира взвода с присвоением воинского звания. Я поначалу отказался. Я говорю, проще для меня, лучше дайте мне машину какую-нибудь, я буду водителем. Потом все же настояли, сказали, надо, потому что и опыт у меня как бы был, и военный опыт, по срочной армии. И так, я тогда согласился, стал командиром взвода. В декабре месяце уже утвердили меня с призванием, с воинским званием лейтенант, командира взвода. То есть заминировали нам все подходы и выходы. И вот на одну из таких мин я как бы подорвался на машине с продовольствием. И потом, к сожалению, госпиталь, лечение. И здесь мне как приговор дали, то, что, извините, сделать с вами ничего не можем, будем вас комиссовывать. Для меня это удар был не только то, что я как бы закончил, скажем так, свою военную карьеру, и также то, что я возвращаюсь в гражданское русло, а где у нас здоровье — это самое главное, к сожалению, и здесь я уже... то есть надо было пересматривать полностью себя во всем. То есть если я жил по одним, то здесь надо было пересматривать всю свою жизнь. Я тогда благодарен был то, что параллельно запустили программу «Якутия. Земля героев». Это вот программа премии героев. Я тогда прошел тестирование, написал заявление, тестирование прошел. Мне позвонили, я сходил на собеседование. Было 600 заявок у нас примерно подано. И вот 600 заявок, 25 участников сейчас вот мы обучаемся очно. И 25 человек, они в резерве сейчас вот находятся в зоне СВО. Надеюсь, что они сейчас прибудут и начнут тоже так же обучение. Вернемся к событиям, когда вас комиссовали, когда вы пересмотрели свою жизнь. Но у вас же еще очень личные, какие-то личные события происходили в этот момент, именно когда вас собирались комиссовать с братом. Да, когда я получил ранение, в августе месяце я приехал сюда, в Якутск, брат меня дождался, как бы я его просил, чтобы он
не подписывал контракт, не уходил, потому что очень сильно хотел этого. Я говорил, то, что родители уже старые, пожилые, надо им помогать. Я и так уже в зоне СВО нахожусь, и ты пока помогай родителям дома. Когда я получил тяжелое ранение, он тогда уже никому не сказал, подписал контракт. Вот мы с ним встретились, он сразу подписал контракт и уехал в зону СВО в августе. В конце августа он уехал. И вот когда меня комиссовали в декабре месяце, полностью комиссовали, я приехал уже в военкомат, встал на учет. И наши, скажем так, которые гуманитарной помощью занимаются, и в Ростове находят тела погибших наших солдат. И обзванивают уже родственникам. А меня там уже многие знали, как бы. Они тогда напрямую ко мне позвонили. Как бы соболезнования, то, что погиб. Самое тяжелое было это родителям сказать. Тогда я, конечно, хоть и восстанавливался здоровье, тогда я хотел идти обратно, потому что и ребята звонили ко мне, как бы, и у нас потери тоже колоссальные шли. Командного состава, к сожалению, не хватало. И родители меня как бы попросили, чтобы я остался. Потому что у нас двое было сыновей, сейчас один уже остался, к сожалению. Много таких историй, да, сейчас по всей стране. Да. Неудивительно, да, что огромное количество людей вовлечено на уровне родственных, семейных связей. Очень драматические события, которые происходили, на минуточку, с 2014 года. Да? То есть много якутян, которые в Новороссии, тогдашних, Луганской и Донецкой, да, участвовали добровольцами, погибли там, получили ранения. Поэтому абсолютно неудивительно, что вся страна... На самом деле, вы как воспринимаете тот факт, что... Мы же смотрели все советские фильмы, да, там «Артем», про события гражданской войны, «Молодая гвардия» та же, да. Все это происходило на территории вот этих новых территорий, так называемых, да, новых которые закреплены уже, на секундочку, в Конституции. Они уже в Конституции. Еще раз, «Молодая гвардия» — это родом с Луганщины, «Артем» — это гражданскую, это Донецк. «Гуляй-поле» — это Запорожье, это родина Нестора Махно, да, родина тачанок. То есть мы все, буквально с детских лет, все вот эти названия, всю эту топонимику мы впитали как свою. А как вы обратили ли вы внимание, что вот жители сами вот этих республик, как они относятся к тому, что возвращаются в родные? Я когда, помню, по Донецку шел, я тогда поехал продовольствие забирать, гуманитарную помощь еще. Тогда Республика Саха-Якутия нам предоставила. Я вот шел по Донецку по форме. Я помню, бабушка с дедушкой, прямо дедушка, он прямо в ноги мне поклонился. Я ему говорю, встаньте, встаньте. Вот они сказали спасибо. А вот разговаривала с молодежью, это я не в Донецке разговаривал, это я под Луганском. И под Мариуполем разговаривал с молодежью. К сожалению, молодежи, скажем так, до 30 лет, когда вот этот развал Советского Союза-то произошел, им совсем другую историю рассказывали. То есть они уже пропитаны совсем другим. Надо это учитывать, надо с этим бороться. Да, это надо учитывать. И я очень рад. Я когда проходил вторую стажировку в Алданском районе, то есть создаются патриотические клубы, то есть молодежи показывают. Также я разговаривал с директором техникума Алданского. Они каждое лето ездят на раскопки. Это поисковые, да, со времен Отечественной. Они ездят туда на поисковые. Даже они нашли останки погибшего солдата, который... Где же они говорили? Узбекистана или откуда? То есть они созвонились, как-то ДНК сделали, созвонились и передали эти полностью останки туда. То есть, когда Советский Союз же был, вот эти вот все республики же все как одни были, как одно целое. Никто ни с кем не воевал, никто ни с кем не это. А сейчас вот просто братские народы взяли, столкнули между собой. То есть там и славяне, и все они есть. А
воюют друг против друга. Когда я был мобилизован, я помню, командир, ну не командир, начальник штаба второй роты, он был выходец из Украины в свое время. По распределению он попал в город Читу, в воинскую часть. И вот когда вот началась вот специальная военная операция, и когда нас комплектовали в Чите, наш полностью полк, он прибыл туда, как командир, ну, как начальник штаба второй роты, а егошние родственники воевали на стороне ВСУ. И вот ему говорю, ну, мы с ним разговаривали, я говорю, как вот ты вот сейчас себя чувствуешь? Он говорит, ну, чувствую я плохо, когда с родственниками начинаю разговаривать, у нас одно условие про войну, ни одного слова. А так, получается, два аппарата друг против друга воюют. Но истории такого плана же огромное количество. Да. Взять того же главного противника Сырского. Отец его советский абсолютно человек, живет в России. И так получилось, что его сын командует вооруженными силами, да, Украины. Да. Ну, еще раз, когда-то это была одна страна, сейчас реалии совершенно другие, но отношение к тем событиям начала 90-х, ну, наверное, нужно очень тщательно подбирать подход, тщательно корректировать Ну да. все действия. Программа «Земля героев». Вот вы попали, прошли отбор, достаточно серьезный отбор, да? Ну да. Там, В чем вы видите серьезные стороны, сильные стороны вот этой программы? на сильную сторону я вижу то, что простых людей, действительно простых людей, их начинают готовить на руководящие должности. Это люди, которые, ну, скажем так, доказали своей кровью перед Родиной, и вот их сейчас начинают готовить на руководящие должности. То есть вот мне как, ну, скажем так, авиатору, техническому человеку, как бы реабилитироваться в жизни было бы тяжело. Потому что по моей специальности был уже бы наработал только с большими ограничениями мы брали, соответственно, где большие ограничения, заработной платы мало. То есть, а здесь у меня, как у многих, как бы есть возможность выучиться, получить хорошее образование именно на руководящей должности. То есть уже мыслить не в одном направлении, а мыслить в разных направлениях. Также вот сейчас прохожу стажировку полярных авиалиний. Это вот третья моя стажировка. Я прохожу не именно в летном составе или в техническом составе. Вот сейчас мы на этой неделе, ну, я попросился, они проводят аудит аэропорту Маган. То есть какие-то замечания. Я, конечно, ну, именно в аудите участия не принимаю, я как бы смотрю со стороны, как они его проводят. Ну, то есть какие-то заметки для себя делаю, то есть для будущего выпускного своей работы. Какие-то заметки для себя делаю. Где-то они мне рассказывают, как лучше сделать, как можно просто договориться, чтобы лишние замечания не писали. Как бы. Там, потому что есть мелкие замечания, ну, которые, скажем так, мешают двум сторонам. И авиакомпания «Якутия», и полярные линии мешают, и также аэропорту Маган. Ну, то есть они также показывают, как можно договориться с этим, чтобы не ругаться, ничего, потому что делают же одно общее дело. Это как бы безопасность полетов в первую очередь. И вот я вот так-то потихоньку изучаю. Также вот местное управление Алданского района я был. Меня там встретили очень хорошо, я очень сильно был благодарен Шестопалову. Ну и всем остальным. Александра? Да, Александру Шестопалову. Вот, встретили очень хорошо, предоставили место, где жить, трехразовое питание. Ну и в каждом отделе, в котором я находился, везде меня встречали. Также я очень много ездил и в юной армии, с ними общался. Да, вот почему говорю, в Алдане мне понравилось. То есть у них подготовка идет, что в школах идет, что в учебных заведениях идет, в медицинском идет. Медицинский у них колледж очень сильно понравился. То есть там новые у них оборудования стоят. Они также ездят в летний период набираться опыт в город Ростов, в госпиталь. То есть они также врачам, медсестрам помогают. То есть это для них это дополнительный опыт. То есть в Алдане они такого опыта нигде не возьмут. В Якутске тоже такого опыта мало будет. А там они уже наживую видят все это, как наши ребята приезжают. То есть у них это закладывается уже в голове. То есть они начинают любить свою родину. Потому что они своими глазами это видят. Ростов — это же первое направление, куда везут.
а потом оттуда уже начинает развозить. По всей России? Да, по всей России. Ну, вот как я в госпиталь. Меня же сначала в Ростов привезли, а потом отправили в Краснодар. Вот в Краснодаре лечили. Я потому что не сидящий был, лежащий только. И меня на этом в военном эшелоне отправляли на поезде в Краснодар. И вот в Краснодаре там уже лечение более-менее на ноги, на костыли поставили, отправили отдыхать в отпуск домой. А потом уже проходило лечение в Хабаровске. Ну и там в ВК все полностью нам делали мне. Военный госпиталь. Да, военный госпиталь. 301-й военный госпиталь. А ранение конечности, да? Ну да, у меня в основном правая нога, ягодица и спина. И перебило седалищный нерв, который, к сожалению, ну, с кем я только не общался, в какие госпиталя я не ездил, в гражданские больницы обращался. Ну, все пока отказываются. Уже, Сложный случай, да? да, уже, скажем так, в июне 3 года будет, как получил ранение. И каждый год мне говорят, давайте на следующий год посмотрим. Ну, то есть какая тенденция. При этом вы продолжаете, как общественник, как участник там, координационного какого-то центра, работу по части СВО, там, доставка гуманитарки и так далее. Я так понял, да? Ну, здесь ребята, Тихонов Дмитрий, Василий Тюприн, когда я в зоне СВО еще был, они ко мне приезжали, привозили мне гуманитарную помощь. Вообще они работают в Якутскэнерго, то есть они делают сбор денег для своих работников и завозят именно в зону СВО гуманитарную помощь. Когда я вот уже демобилизовался, как бы у родителей магазинов-то запчастей, они машины комплектуют, отправляют. Я говорю, ну давайте по запчастям, по закупочным ценам. Я говорю, бесплатно как бы не будем давать, а по закупочным ценам будем вашу машину комплектовать. А вот это то, что за доставку, это как бы берем сами на себя. Ну и также я как бы сам же находился в зоне СВО, знаю, что самое главное надо, самое необходимое. И куда ехать? Ну, и куда ехать. И вот я с ними поговорил, я им говорю, ребята, есть возможность генераторы подешевле брать, тепловые пушки брать подешевле, инструмент подешевле брать, ну, то есть по закупочной цене. Там, конечно, малыми объемами это все берется, если бы большими объемами можно было бы и подешевле, я думаю, это взять. И вот я говорю, можно будет это комплектовать, как бы вам привозить. Ну вот, мы с ними договорились, и вот я им как бы еду, выбираю время, родителям за товаром еду, ну и дополнительно заезжаю, им набираю это все, чтобы как бы, ну, как-то помочь нашим ребятам на передовой. И там случаются совершенно неожиданные вещи. Да? Вот, я так понял, вы встали на трассе зимой, Да, в мороз. Да, зимой у меня, к сожалению, первый шатун застучал на двигателе. Ну, вкладыш. Он только-только начал стучать. Я как бы сразу услышал. Как бы услышал то, что стук появился, остановился. Ну, слава богу, как бы тепло было, еда была. Ко мне также позвонил Степанов Георгий Михайлович, мой куратор. Ну, как бы руководитель по нашей программе «Якутия. Земля героя». Я ему говорю, то, что я на трассе сейчас стою. Он связался со своими коллегами города Читы. Они связались, я как раз возле города Борзи был. Ну, город или поселок, город, наверное, Борзи был. Они связались с Борзи, там совет ветеранов СВО. Они сразу ко мне приехали. Отличные мужики, я с ними познакомился. Они сразу начали помогать. Мы сразу поставили жесткую цепку, нашли проходящую машину, которая идет мимо на Россию, зацепили за нее, ну и эвакуировали машину до города Читы, до ремонта. Там же Совет ветеранов Забайкальского края подключился, то есть они мне передали им полностью. Они подключились, нашли автосервис, который может меня принять. Потому что первый автосервис, которого мы нашли, они сказали, ремонт только в лучшем случае в марте месяце можем начать делать. И вот они нашли. Там Иван, механик, ну, скажем так, моторист, он меня принял сразу же.
Там у него машина одна стояла, он говорит, сейчас эту машину выпущу, и сразу твою машину начнем делать. Ну, вот, где-то ближе к 20 января машину отремонтировали. Ну, скажем так, Забайкалье это в это время не сладко, наверное, на трассе. Ну, там и ветра. Там ветра, да. Там очень сильные ветра. А история с семьей, которая это на обратном пути уже случилась? Да, я проехал в Верхнюю Амгу, получается, в сторону Улу ехал. Не доезжая Улу, где-то примерно 50-60 километров. Смотрю, машина стоит на аварийках. Сзади стоит мужчина в темной одежде. Я остановился, он ко мне подошел, говорит, то, что как бы ехал, машина заглохла. Я говорю, ну, пойдемте смотреть. Я начал смотреть, а было темно, ночь, на улице где-то минус 45, наверное, было градусов. Прямо очень сильно холодно было. Я увидел то, что женщина сидит. Я открыл дверь, говорю, давайте идите ко мне, садитесь и грейтесь. А когда еще в машину-то дальше-то заглянул, еще женщина с маленьким ребенком и молодой парень. Ну, я сразу женщину с маленьким ребенком посадил в кабину, чтобы более удобно было. А в будке у меня есть как бы мини-спальник, чтобы можно было на далекие расстояния ездить, ну и как бы отдыхать, спать, чтобы в гостинице везде не тратиться. Ну и в многих местах вообще гостиницы нет на трассе. И вот я их туда посадил всех, чтобы они в тепле были. Ну, я сам на трассе не раз замерзал, я как бы понимаю. И вот мы, когда разобрались с автомобилем, то, что у него ролик, к сожалению, заклинил, и ну, как бы сделать ничего не получится. Я ему предложил, давайте машину отбуксируем до Улу. В Улу ее поставим на стоянку, чтобы она под присмотром была. А девушка с маленьким ребенком, это была его жена. Она говорит, что у них в Якутске с утра, по идее, ребенку надо осмотр делать. Я говорю, ну, с утра, я не знаю, получится, у нас не получится прибыть. Ну, постараемся. Ну, вот в 10 часов мы приехали в Якутск уже дня. Я мужу ее сказал, чтобы он позвонил в больницу, где они анализы должны все это сдавать, ну, чтобы перенес время. Вот он созвонился, договорился, перенесли время. Ну, вроде бы успели все сделать. Потом я с ним созванивался, машину они сделали, доехали до дома. Все нормально? Да, ну, слава богу, нормально. Ну, трасса, да, ошибок не прощает, Ну, да. особенно зимой, особенно в такое время. Да? Андрей, еще раз вернемся к программе. Да? Как вы думаете, много ли будет востребовано участников данной программе в качестве, вот еще раз говорю, управленцев различного звена? Да? То есть в чем новизна управленческого подхода, которую вы постигаете в программе, от традиционных? Вы же сталкивались с руководством крупных компаний и до СВО, да? Ну, да. Новизна в вашем случае в чем? Ну, моя новизна в том, что я до этого никогда в руководствах такого большого масштаба не находился. И, то есть я всегда находился, скажем так, на земле, да, на низах. И, то есть я видел, как внизу это все работает. И вот, я так понимаю, сейчас мое дело донести это до верха. Какие основные проблемы находятся внизу. Конечно, многие проблемы они знают, надо предлагать уже решение этим проблемам. Самое главное предложить, как можно решить данную проблему, чтобы улучшить работу, и облегчить жизнь, скажем так, населению. Думаю, самое главное, главное это. Ну и также есть возможность у людей получить дополнительное образование. То есть бесплатное, скажем так, образование, которое в наше время сейчас, к сожалению, очень тяжело. Тяжело получить вообще. А там приравнивается это все к получению определенного, скажем так, определенной профессиональной подготовки? Да. Да. То есть выдается диплом установленный? Да, выдает свой диплом, то, что обучились на протяжении такого-то времени, столько-то часов теоретической части, столько-то часов практической части, где проходили практическую часть. Все там расписывается. Ну, если в гражданском случае это же происходит на потоке, да, то в вашем случае, наверное, это с сильным акцентом, под особым вниманием, это, наверное, усиливает качество, Ну да. качество, скажем, подготовки. Да, конечно.
Согласны с этим? Да, это очень сильно усиливает. То Как? есть Именно качество. качество. Мгм. Как в прошлом и, возможно, в будущем человек, который участник авиации, как вы оцениваете вообще состояние гражданской авиации? Кстати, с днем работника гражданской авиации, который совсем недавно, 9 числа. совсем недавно был, да. Спасибо. Оцениваете текущее состояние дел в отрасли? Ну, скажем так, очень много проблем есть. Очень много проблем. Особенно если северные аэропорты взять, там очень много проблем. Вплоть до того, что просто народу не хватает. На одну машину 3 человека. Ну, то есть должно быть 3 водителя. То есть не на одну машину, на одного водителя 3 машины. То есть в многих аэропортах они даже физически не успевают выполнять свою работу. То есть с людьми проблема очень большая. С технической частью тоже есть проблемы. То есть те же самые взять автомобили, то есть они очень старые. Обновления парка давно уже не было. Состояние, к сожалению, плачевное. Ну вот сейчас надеемся, Ил-114, если себя зарекомендует. Испытания, кстати, сейчас проходят. Сейчас проходят якутские испытания, да. Он вместо 24-го, 26-го идет, да? Да, он Должен. пойдет на замену Ан-24, Ан-26. Ну, маленько мне компоновка. Ну, я думаю, это можно будет, ну, как бы переделать компоновку. Сейчас у него там 68 посадочных мест. 68 очень тяжело будет набрать. Ну, чтобы постоянно регулярные рейсы делать. А при такой компоновке надо, чтобы было 2 бортпроводника. Я думаю, может, компоновку будет поменять, не 68 сделать, а 50 посадочных мест. И увеличить багаж. Также можно будет возить груза. То есть совмещать, да. И пассажиров перевозить, и груз перевозить. И при такой компоновке нужен будет 1 бортпроводник. А вы сами были на борту 114? Нет, еще пока не был. Ну, у вас же, наверное, есть возможность, потому что... Да, я, конечно, схожу, обязательно побываю на нем. На Ил-114. Ну, я как бы хотел бы переговорить бы в первую очередь с заводчиками. С разработчиками. Да, с разработчиками данного воздушного судна. Там, в принципе, используются двигатели ТВ-3-117, который раньше стоял на Ан-140, когда я в компании Якутия работал. То есть тоже там некоторые вопросы есть, как они доработали, не доработали некоторые компоненты. Ну, хотел бы так просто техническую часть переговорить. Ну, у вас прямой, скажем так, доступ к разработчикам появляется. Это уже, я вижу, достаточно серьезный аргумент для того, чтобы обычный сотрудник одного из далеких аэропортов вряд ли бы имел доступ, там, или будь то пилот, да, достучаться до разработчиков определенного воздушного судна. Да? Как вы считаете, помимо 114-го, другого типа же все равно тоже нужно для обслуживания, особенно межмуниципальных? Ну да, нам же нужно еще же малую авиацию поднимать. То есть Ан-2, Ан-3, скажем так, у нас тоже уже... Ну, подустали. Старые, да. Ну, на Ан-2 сейчас запчастей, слава богу, это при Советском Союзе еще было. То есть запчасти есть. То есть как бы он еще сам себя как бы может поддерживать. С Ан-3 уже становится маленько посложнее. То есть нехватка запчастей начинается идти, ну, как бы посложнее. Ну, вроде бы сейчас тоже готовят самолет. Байкал? Байкал, ага. То есть на замену данного воздушного парка. Я так понимаю, тоже сейчас скоро начнет проходить уже испытания, полный рост. Ну, посмотрим. Если, в принципе, есть возможность заменить воздушный парк для малой авиации данным воздушным типом, то, я думаю, это было бы хорошо. Ил-114 и «Бомбардье», они сильно отличаются? Вернее, по классу. Ну, у нас количество мест. «Бомбардье 300» же сейчас, у него количество мест пассажирских меньше. А вот до этого, когда авиакомпания Якутия использовала «Бомбардье Q400», количество мест
Вот как раз Примерно это вот такое же. примерно такое же было, как Ил-114. Расход топлива у Ил-114. Ну, я, правда, еще с представителем завода еще не разговаривал, но, по идее, еще меньше, чем у Барбарди. То есть он более экономично идет. Ну и также, самое главное, то, что компоненты все наши. И главное, отечественное. Отечественные, да. То есть даже вот, ну, это же воздушное судно, это техника, как авто, как машина, без разницы. То есть оно все равно требует ремонт. Либо мы двигатель будем покупать в Канаде за миллиарды, либо мы будем у себя в России намного дешевле и доступ намного проще. Там же сейчас опять же в связи с СВО, санкции и тому подобное, то есть с поставкой запчастями очень тяжелая. Согласен абсолютно. Еще раз. Что еще, какой подход гражданской авиации в нашем регионе, да, нужно менять, по вашему мнению, в первую очередь? Ну, помимо, скажем так, кадровой политики, да, помимо технического парка, что еще нужно менять, чтобы, ну, у нас цены же... Понятно, что стоимость горючего огромная, да? Ну, Ну, до во-первых, Чешского долететь, это же как 3 раза в Москву. в одну сторону. Да. Да. Ну, я, конечно, очень сильно опечалился, то, что сейчас в данный момент субсидии почему-то прекратились все идти. Потому что авиакомпании выживали за счет субсидий. Сейчас вот субсидии прекратились, и Валекминск, мне, по-моему, сказали, в одну сторону стоит уже 40 тысяч. Это один из самых ближайших аэропортов, скажем так, Якутску. Но люди физически просто не могут себе позволить этого. За такую цену как бы добраться до Якутска. Ну, в первую очередь, я думаю, надо восстановить субсидии. Это в первую очередь. Именно отрасли. Да, именно этой отрасли. Это в первую очередь надо для поддержания нашего. Потому что если мы сейчас упустим, вот это, по примеру, даже Магадана взять, они в свое время упустили свою авиацию. Вот у них такие аэропорты, как Кипервейн, Северовенск, Марково. Годами туда вообще никто не летал. Только вот там у них Ан-28, который там тоже, ну, как чуть побольше Ан-2, можно сказать, Санадаре выполняли рейсы. И то это заказные были рейсы. Люди не могли себе позволить. Когда мы сделали первый рейс, я помню, с Магадана в Кипервейн, у нас полный самолет был. Полностью весь забитый самолет. И вот мы вывозили, то есть у людей проезда накопились, все накопилось, и мы их оттуда вывозили. Всегда битком были забиты. А Магадан в свое время, он свою авиацию просто упустил. Да. И вот у них начались вот такие вот проблемы. То есть отдаленные регионы, отдаленные села, у них, к сожалению, были отрезаны вообще от цивилизации. И вот это нельзя допускать у нас. Надо поддерживать. И полярную линию надо поддерживать. Она как раз, она в сфере малой авиации полностью. То есть по всей республике. Сейчас работают они с 30 портами, которые относятся к ФПК. Вспоминай, я вырежу. Да. Как эти аэропорты Севера, ФПК, которые относятся к аэропортам Севера. То есть они с ними диалог ведут. Усть-Куйгау у нас проблемный аэропорт. Очень проблемный аэропорт. Тоже там надо решать по полосе. Либо равнять как-то, либо отсыпать ее дополнительно. Потому что из-за данной взлетно-посадочной полосы грунтовой очень много забоев происходит. Вплоть до того, что забой на винтах, когда очень сильно приходится двигатель менять, тоже не дешево. Да. То есть тоже надо решать эти проблемы. Когда у вас заканчивается программа полностью? 9 мая. Уже? Ага. То есть это годичная программа? Годичная. Полуторагодичная. Ну, Не, годичная. У нас учеба началась 16 июня. Там 11 месяцев. Отбор же начался год назад. Да, отбор начался 19 февраля. Сегодня ровно год. Да.
маленький, как юбилей, можно сказать. Поздравляю вас с этой датой. Спасибо. Мне, как обозревателю, подобные программы никогда не казались чем-то для галочки, да, потому что, еще раз, когда обычным людям, которые прошли через специальную военную операцию, начинают проявлять максимум внимания в деле их возможного будущего применения для пользы страны в целом, да, это всегда хорошо, потому что, правильно делает руководство, что обновляет кадровый резерв, обновляет подход вообще к управлению страной в целом. Да? Земля героев уже, в принципе, на это и нацелена. Да. И отрадно слышать, что специалисты во всех отраслях, там, не только в авиации, да, не только в транспорте, но во всех отраслях специалисты... У нас и в медицине есть Зингер Назар Микентьевич. Да, он один из героев моей программы, тоже с Назаром. Мы отлично еще в гражданской жизни были знакомы. Да, то есть одно увлечение было велосипеды. В вашем случае еще раз иллюстрация того, что не просто так люди попадают в эту программу, достойные люди, у которых есть мотивация, у которых есть определенный бэкграунд, подготовка. И остается пожелать успешной работы на будущем посту, где бы это бы ни происходило. Я более чем уверен, что это будет на пользу не только вам, не на пользу не только вашей семье, но на пользу самое главное, предприятию, отрасли. Самое главное, то, что мы для народа, в первую очередь, сейчас в данный момент. Чтобы народу было потом в дальнейшем и польза нашей республики, чтобы польза была не только людям, которые в городе живут, но и во всей республике. То есть логистику надо будет разрабатывать, все это делать. Доступ всего. Вообще, в первую очередь, у нас очень тяжелая логистика, которую надо постоянно ее контролировать и делать. Потому что отдаленные села, поселки, то есть они там труднодоступны. И зимой только зимникам, и то дорога, сами знаете, очень опасна. Никто не отменял, скажем так, то, что у всех должна быть доступность работать, для каждого гражданина нашей большой страны. Да. Спасибо, Андрей, что приняли участие в моей программе. Вам большое спасибо, что пригласили. Это программа «Один из нас», и сегодня одним из нас явился Андрей Ярков, участник программы «Якутия. Земля героев». Спасибо.